В эфире «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Андрей Погорелов. Здравствуйте. Смотрите сегодня в программе. Предварительные расчеты и ключевые вопросы введения бесплатного проезда в автобусах для школьников обсуждают в администрации Якутска. Кто сможет рассчитывать на льготы? Квартирный вопрос или новые механизмы переселения граждан. Есть ли нарекания к новым домам для переселенцев в Якутии? Человек в Арктике и развитие местного производства. В столице региона ученые обсудили социально-экономическое развитие арктической зоны Якутии. Большое совещание и планы на будущее. СМ Николаев посетил ряд наследников в Мегино-Кангаласском районе. Какие поручения дал руководитель региона? Изменить логистику и увеличить грузопоток. Сколько средств для Якутии поможет сэкономить строительство моста через реку Лену? Очередные жертвы финансовой пирамиды. В Якутске обманутые люди уже несколько месяцев не могут вернуть собственные средства. Введение бесплатного проезда для школьников из многодетных семей на городских автобусных маршрутах обсуждают в окружной администрации. Уже сделаны предварительные расчеты, сообщил заместитель главы города Якутска по экономике и финансам Михаил Воробьев. По данным Управления образования города, число обучающихся с 1 по 11 классы в столице республики превышает 44 тысячи. При этом количество детей с 1 по 4 класс, которым уже предоставлено право бесплатного проезда в общественном транспорте, без малого 19 600 человек. Предварительная сумма, необходимая для введения бесплатного проезда для школьников с 1 по 11 классы на внутригородских маршрутах в целом составляет 333 миллиона рублей в год. А между тем в стране станет больше доступных авиаперелетов. Для этого федеральное правительство обновило правила субсидирования региональных авиаперевозок. Они подтолкнут авиакомпании конструировать востребованные региональные маршруты. В России сегодня действует больше 200 таких маршрутов в самых разных частях страны. С 2020 года, когда будут заключены договоры с авиакомпаниями на субсидии по новым правилам, вариантов добраться по воздуху из одного региона в другой должно стать еще больше, полагают в кабинете министров. Другим толчком для развития отрасли могут послужить чартерные рейсы. Их авиакомпания «Якутия» планирует увеличить в страны Азиатско-Тихоокеанского региона до 30% в общем объеме перевозок. К слову, рынок будут развивать из аэропортов Владивостока и Хабаровска. Это позволит нарастить объем международного въездного туризма в республику, полагает перевозчик. Добавим, авиакомпания «Якутия» на 100% принадлежит правительству Якутии. Воздушный флот перевозчика состоит из 6 самолетов Boeing 737, 6 Ан-24, 3 бомбардье Ку-300 и 4 Сухой Суперджет-100. Что касается водного транспорта, то навигация в Ленске набирает обороты. Уже пройдена почти половина напряженного периода. Речпорт работает согласно утвержденному графику. Суда разгружают без остановки. Все причальные механизмы находятся в рабочем состоянии. При этом бригады стропольщиков и крановщиков ведут работы круглосуточно в 3 смены. Стоит отметить, что уровень воды в верховьях Лены несколько снизился, но пока не до критического момента. Тем не менее, суда приходят в порт с неполной загрузкой около 80%. Вверху Лены, на перекате Борисовский на данный момент уровень воды, глубина составляет 190 сантиметров, входная осадка 170, это является порядка 80% загрузки судов в зависимости от типа флота. На данный момент на 21 июля Ленским речным портом обработано 202 судна. В целом переработано 121 тысяча с половиной тонн, 50,5 тысяч тонн в адрес акционерной компании «Алроса» и 71 тысяча тонн в адрес сторонних клиентов. Новые механизмы переселения граждан из непригодного жилья разработаны в стране. Истек срок, установленный поручением Владимира Путина. Поправки в жилищный кодекс и ряд других законодательных актов в ближайшее время будут направлены в Государственную Думу. Так, если у человека в собственности находится несколько аварийных помещений, субсидия на переселение будет выделена только на одно. Еще одной мерой может стать усиление контроля за качеством и своевременностью проведения капитального ремонта. У фонда ЖКХ больше всего нареканий к новым домам для переселенцев в Омской, Амурской областях и Якутии.
В свою очередь, Айсен Николаев отметил положительную динамику в переселении из аварийного жилья в Алданском районе. Глава Якутии проверил ход реализации программы. Руководитель региона посетил строящиеся многоквартирные дома по улице Дивизионная, 36 и улице Строителей, 1А. Не остались без внимания качество объектов, ход работы и сроки исполнения. Алдан находится в числе лидеров по показателям аварийного жилья. Это 181 тысяча квадратных метров. Ранее Айсен Николаев поручил руководству района усилить совместную работу с местными муниципалитетами, активизировать распределение аварийных помещений по способу расселения. При этом строго необходимо придерживаться заявленных сроков. Снижение количества получателей субсидий зафиксировано в Нирингринском районе. С 1 июля этого года в стране произошел рост тарифов на коммунальные услуги. По закону максимально допустимая доля расходов на эти услуги на территории республики 15% от месячного дохода семьи. Только за первое полугодие текущего года в районе 2869 семей, которые воспользовались субсидиями. И несмотря на то, что показатель снижается, средний размер субсидий увеличился на 2,7% и составляет 3387 рублей 72 копейки. На это повлияли такие факторы, как увеличение совокупного дохода семьи, временное отсутствие пенсионеров по причине выезда на обследование или лечение, а также наличие задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Граждане, которые пропустили срок переоформления субсидий, могут обратиться в удобное для них время для переоформления субсидий. Пенсионеры, которые выезжают за пределы Республики Саха-Якутия на лечение, они также могут сдать документы за месяц до назначенного срока оформления субсидий. И у нас еще новшество такое, что ранее требовалась нотариальная доверенность, сейчас можно простая письменная доверенность для назначения субсидии. Могут обратиться дети, родственники, доверенные лица за пожилых людей. Социально-экономическое развитие арктической зоны Якутии на период до 2030 года стало главной темой стратегической сессии, которая проходит в Якутске. Сегодня участники рабочих групп представляли свои проекты по 5 основным проектам: «Человек в Арктике», «Развитие местного производства», а также «Экология, наука и международные проекты». Презентацию проводят главы арктических районов, представители различных министерств, ученые и федеральные эксперты. Мы подготовили перечень мероприятий, которые необходимо добавить в проект развития арктических районов. В данном случае мы занимались разработкой Анабарского бассейна, то есть получается Оленёкский район и Анабарский. И сейчас мы примерно разработали проект логистики с перевозки руды из Тамторского месторождения. Там появятся новые рабочие места, улучшится инфраструктура, логистика. В общем, это будет полезно для социально-экономического развития района. В Москве заканчивается образовательный интенсив «Остров 1022» на базе Сколковского института науки и технологий. Команды из лучших вузов страны приехали в столицу на мастер-классы, которые должны сделать университеты и институты современными и удобными с максимальным использованием цифровых технологий. Якутию представляет команда Северо-Восточного федерального университета во главе с ректором. На месте событий находится наш собственный корреспондент Максим Кардозу. Максим, здравствуй. Тебе слово. Расскажи поподробнее о целях, которые перед собой ставят организаторы. Приветствую, Андрей. Образовательный интенсив «Остров 1022» собрал 100 лучших вузов нашей страны. Якутию представляет команда из студентов и преподавателей Северо-Восточного федерального университета. И, наверное, нужно сказать о том, что главная цель этого форума – создание команд, которые на местах в регионах будут вносить системные изменения и подходы в преподавании технических направлений. Ни для кого не секрет, что сейчас новые технологии, IT-сфера – это одни из самых востребованных направлений, но преподавателей грамотных не хватает. И здесь говорят о том, что вузам не нужно скупиться для того, чтобы отправлять своих сотрудников на повышение квалификации, мастер-классы различные. Ведь в итоге это приведет к тому, что студенты по окончании вуза будут конкурентоспособными и смогут быстрее найти работу именно в технических областях и сферах. Также здесь много говорили о том, что университеты должны быть современными, должна проходить цифровизация. Звучит это все довольно сложно, но самый простой пример – это, например, открытие студентами личных кабинетов, где они могут формировать свое расписание.
расписание. Также нужно взаимодействовать и студентам, и преподавателям с искусственным интеллектом. Например, машина может в том же личном кабинете анализировать все данные и предлагать вам те лекции, книги, интенсивы, которые будут интересны и полезны именно вам. Давайте послушаем, что еще про этот интенсив рассказал ректор СВФУ. Ну, сюда приехали в основном команды университетов. Это очень, видимо, очень хорошая площадка для общения, не только с островитянами, да, но и мы встречались с министром Котюковым, была отдельная встреча. И, конечно, мы тут определяем основные ориентиры в будущем, как будет развиваться университет. Каждая команда подготовила определенный проект. Сейчас идет защита проектов. Мы тоже своего рода подготовили. И свои какие-то трансформации нашего университета до 2025 года мы сейчас представили, защитили. Но как будет оценка, еще посмотрим. Программа интенсива, как здесь шутят, действительно интенсивная. 12 дней участники проходили различные мастер-классы, участвовали в открытых столах, круглых столах. Также они защищали свои программы. Но на этом не ограничивается. Программа есть и спортивная часть. Например, с 6 утра идет зарядка, на которую также отправляются участники. Ну а по итогам этого форума якутская делегация сформировала программу развития университета Северо-Восточного до 2025 года. Ну и будем следить за реализацией этой программы. Андрей? Максим, спасибо. На прямой связи из Москвы, где проходит образовательный интенсив «Остров 1022», был наш корреспондент Максим Кардозу. В эти дни окунулись в мир знаний не только студенты и абитуриенты. Граждане предпенсионного возраста могут получить новую профессию. В рамках нацпроекта «Демография для будущих пенсионеров» организованы обучающие курсы по различным специальностям. На базе учебного центра в Якутской государственной сельскохозяйственной академии сегодня начались курсы по направлениям парикмахер и 1С бухгалтерия. Тему продолжит Юлия Михайлова. На мужских стрижках мы учимся видеть форму. Форму головы там. Ирина закончила институт. Еще студенткой временно устроилась в общепите. Да так и осталась там. Но хотелось перемен в профессиональной сфере. И только недавно пришла к выводу, что стабильный заработок может приносить любимое занятие. Я на дому красила своих родственников, маму, и подружек обычно. Просят же. Стричь не стригла никогда. Пришла обучаться структуре, какие волосы бывают, как можно не испортить волосы, и чтобы знать азы, самые основы. Освоить профессию парикмахера решили 20 женщин. Почти все без 5 минут пенсионеры и оказались без стабильной работы. Я переехала в Якутск из Амги. Там я работала вначале в совхозе, потом в фермерском хозяйстве у брата. Курсы, подобные этим, организованы при ЯГСХ и других учебных заведениях, Центром занятости населения Якутска. Для граждан предпенсионного возраста, для которых осталось 5 лет до выхода до пенсии, по национальному проекту «Демография». Курсы это называются кондитер, парикмахер, 1С бухгалтерия, 1С управление торговлей, также повара есть и государственное муниципальное управление. Люди предпенсионного возраста, оказавшиеся без работы, могут обучиться совершенно новой профессии или повысить свою квалификацию бесплатно. В Якутске до конца этого года различные курсы смогут посетить еще не менее 85 человек. Юлия Михайлова, Джулустан Иннокентьев, телеканал «Якутия-24». Пасмурная погода и сплав на катамаранах. На реке Горбылах прошли соревнования по водному туризму, на которых собрались настоящие фанаты этого вида спорта. Как прошло мероприятие и чем оно запомнилось, расскажет Анастасия Литвиненко. Несмотря на прохладную пасмурную погоду, впервые в Нерюнгри состоялись соревнования по сплаву на катамаранах, в которых приняли участие 7 команд по 2 человека. 505 метров трассы – только часть неспокойной горной реки, прохождение которой подготовит туристов к настоящим походам. На этих соревнованиях обучается, как правильно выйти из какого-то трудного положения, как правильно войти в струю, как это все быстро это все обдумать, как тут спасти человека. Самой реке Горбылах присвоен 3-й уровень сложности из 5. Возможно, поэтому многие участники говорят, что этот сплав запомнится им больше, чем по реке Чульман. На Горбылахе первый раз мы участвуем, а так по Чульманке сплавлялись, был опыт небольшой. Здесь, конечно, да, посложнее, там река немного поспокойней, а здесь поинтереснее. В перерыве между водными дистанциями на берегу проводили мастер-класс по оказанию первой помощи на роботе-тренажере 5-го поколения. Проводится обязательно на чем-то жестком,
Вот, расстегнули, освободили от одежды, ослабили поясной ремень. Сначала мы делаем непрямой массаж сердца, а затем приступаем к искусственному дыханию. Соотношение компрессий 30 нажатий на грудную клетку и 2 вдувания. Первый опыт соревнований по водному туризму прошел успешно, и организаторы ставят новые цели. Поддерживать вот такие начинания, делать такие соревнования традиционными, вовлекать как можно больше молодежи, как можно больше желающих заниматься таким видом спорта, как водный сплав. И не только этим видом спорта, есть у нас и горный вид спорта, горный туризм, пешеходный туризм, спелеология, вот сейчас этот водный туризм, велосипедный, авто, то есть то, что называется на средствах передвижения. Сплав прошел в дружеской атмосфере взаимопомощи и поддержки, а соревнования были направлены, в первую очередь, на формирование необходимых навыков, а не ради получения наград. Не только участники, но и организаторы остались довольны проведенным вместе временем, отдыхая в перерывах за разговорами о туристическом прошлом и настоящем района. Анастасия Литвиненко, Захар Головин, Нерюнгри. Сейчас небольшой блок рекламы. Смотрите далее на телеканале Якутия-24. Большое совещание и планы на будущее. СН Николаев посетил ряд наслегов в Мегино-Кангаласском районе. Какие поручения дал руководитель региона? Изменить логистику и увеличить грузопоток. Сколько средств для Якутии поможет сэкономить строительство моста через реку Лену? Очередные жертвы финансовой пирамиды. В Якутске обманутые люди уже несколько месяцев не могут вернуть собственные средства. Якутия-24. Главные итоги уходящего дня. Сегодня СН Николаев работал в Мегино-Кангаласском районе. Глава республики посетил ряд наслегов, встретился с сенокосчиками в селе Бекё, Хоробот и Тюнгелю. На сегодняшний день в районе из-за засушливой погоды и нашествия саранчи условия в сельской местности достаточно сложные. В селе Тюнгелю СН Николаев провел большое совещание по вопросам кормозаготовки в заречной группе районов. Как отметил глава республики, настрой у людей хороший, план будет выполнен. Тяжелая ситуация в Мегино-Кангаласском и Усть-Алданских районах будет компенсирована работой мобильных бригад. Дано поручение в Министерстве сельского хозяйства обеспечить выезды на дальние участки. Руководитель региона также затронул вопросы лиманного орошения в селе Хоробот. Эта система построена еще в советское время. Был очень большой заинтересованный разговор с главами районов заречных, руководителями сельхозпредприятий, наслегов по вопросам вообще финансирования сельского хозяйства. Я еще раз убедился в том, что руководство районов и наслегов, сельхозпредприятия, вообще труженики села, они поддерживают политику на организованные хозяйства, на дальнейшее развитие вот этого направления. И, конечно же, в этом направлении мы и будем принимать решения, в том числе по финансированию субсидирования молока, которое всех интересует. Уверен, что в течение ближайших 2 недель решение правительства, в том числе по итогам сегодняшнего совещания, будет принято. Строительство моста через реку Лену может сэкономить более 8 миллиардов рублей в год, по словам главы Якутии СН Николаева. В результате строительства моста коренным образом изменится логистика северного завоза, увеличится грузопоток и в 2 раза пассажирооборот. Напомним, объект вошел в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока, утвердить которую планируют в сентябре. В целом же строительство оценивается в 80 миллиардов рублей. Кроме того, мост позволит создать в городе транспортно-логический узел, где сойдутся 3 федеральных маршрута – железнодорожный, речной и авиационный, а также 3 региональные автодороги. Между тем, железнодорожный переезд для автомобилей в Нерингринском районе закроют. В среду, 24 июля, проезд будет невозможен через поселки Нагорный, Муравьиный. В администрации сообщают, что связано это с ремонтными работами. Леса горят в поселке Пеледуй. Жители дышат дымом, и никто ничего не предпринимает. Об этом нашему телеканалу сообщила местная жительница. По ее словам, сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций говорят, что возгорание находится в труднодоступном месте, и они им заниматься пока не будут. Пожар не один, а в нескольких местах. Возле линии электропередач в сторону Витима и ниже по течению реки Лены в сторону Ленска. Отмечается, что лес горит с 10 июля. 4 километрах где-то от Пеледуя в результате короткого замыкания на линии электропередач. Пожар протяженностью порядка 5 километров, общей площадью около 60-70 гектар.
Значит, с одной стороны, с севера там, значит, у нас дорога, с юга это линии электропередач, которые не дадут ему уйти. Пожар действует. У нас сейчас там работает техника, 2 бульдозера, 2 пожарные машины, 3 водовозки. Людей хватает. 28 водителей в Якутске повторно сели пьяными за руль. С начала июля госавтоинспекторы привлекли к административному наказанию 150 пьяных водителей и 28 граждан, которые совершили правонарушение повторно. По статистике, за первое полугодие этого года в Якутске произошло 11 ДТП с пьяными водителями, в них травмы получили 16 человек. Благодаря рейдовым мероприятиям наметилось снижение дорожно-транспортных происшествий на 21%. Очередные жертвы финансовой пирамиды в столице республики требуют свои деньги. В Якутске обманутые люди уже несколько месяцев не могут вернуть вложенные средства. Все они являются участниками пирамиды под условным названием «Матрица». Пострадавшие сегодня собрались в очередной раз. В ситуации разбиралась и наша съемочная группа. Пострадавшие настолько отчаялись, что мало во что надеются. Наотрез отказываются давать комментарии и избегают камеры. Свое поведение они объяснили тем, что сейчас нуждаются только в помощи юриста. Мешаете только, понимаете? А подсказать ничего не сможете вы. Есть у вас юрист? Нам нужен юрист. Мы туда идем тогда? НВК идем туда к вам, к юристу. Как правильно нам заявление написать? А еще в начале апреля все эти люди устроили бунт в центре города. Толпой атаковали сотрудников офиса. Требовали, чтобы к ним вышел руководитель данной финансовой компании. Тогда, в свою очередь, официальные представители организации пообещали вернуть своим вкладчикам все вложенные средства. А мы все платим. По-честному переводы делаем. А сколько вообще за переводы делаем мы. Ну давайте мне перевод сделайте. Я а то вот почему вы список отбираете? С 22 мы же по списку 4 тысячи человек, они получили по 40 тысяч. Финансовая пирамида под названием GMG заработала в Якутии в конце прошлого года. Потерпела крах 1 февраля. Произошел он из-за новой системы выдачи денежных средств клиентов в кратчайшие сроки. А в марте появилась ее потоковая матрица. Данная пирамида успела распространиться и по районам республики. Однако не смогла продержаться и 25 дней. По словам пострадавших, информацию о выгодных вложениях распространяли через WhatsApp и соцсети. И людей приглашали в этот офис, который сейчас уже не существует. Участники пирамиды купились на заманчивое предложение вложить деньги и вернуть их в двойном размере. В итоге, как утверждают сами вкладчики, они не смогли получить не то что прибыль, но и свои сбережения обратно. 500 человек пострадали. Сумма ущерба 31 миллион. Люди, доверившие по 100 и более тысяч кровных, остались ни с чем. Сейчас пострадавшие ждут суда, который состоится через 2 дня. Саргалана Федорова, Джолустан Иннокентьев, Якутск. В Мирном горожане несколько дней отмечали День города и алмазодобытчика. О том, как жители алмазной столицы провели 64-ю годовщину города, расскажет Марфирина Алексеева. На главных площадках города Мирного на протяжении 2 дней проходят различные мероприятия. Так, в городском парке пожарные службы совместно с коммунальными службами организовали выставку спецтехники. Самой популярной машиной среди горожан стал этот коленчатый подъемник. Он поднимается на высоту 16-этажного дома. Это 42 метра. Таких в Якутии только 2. Это в Якутске и в Мирном. Пусть хоть не весь город, но хотя бы часть этого города с такой высоты. Большая редкость, конечно, просто так вот среди парка взлететь в воздух, почувствовать ветер, почувствовать какое-то ощущение праздника и полета. Помимо развлечения, сотрудники МЧС проводили профилактическую работу. Более 1000 горожан примерили роль спасателя, испробовав на себе возможности пожарного оборудования. На этой же площадке спецтехнику демонстрировало предприятие жилищного хозяйства. В рамках мероприятия они организовали детскую арт-акцию. Арт-объект у нас – это мусорные контейнеры. У нас они специально сегодня белого цвета. Детишки у нас их раскрашивают. То есть мы считаем, что наше чистое будущее в наших детях, и мы его должны раскрасить цветными красками. В городском парке была представлена выставка-ярмарка «Аллея мастеров». Якутские традиционные изделия представили мастера из Вилюйской группы районов. Национальные аксессуары – большой дефицит для Мирного, поэтому пользуются большим спросом у горожан. С собой привезли изделия из металла, якутские ножи,
и хомусы, и еще есть вот из конского волоса шапки, кепки. Ну, мирнинцы интересуются и тоже приобретают там разные сувениры, якутские ножи, хомусы, очень интересуются. Также изделия ручной работы представили и местные мастера. В своей студии творческой мы занимаемся изготовлением изделий, например, вот таких вот брошей. Это все полностью ручная работа. Эскиз придумывается, вырезается из дерева основа, потом мы ее красим и покрываем ювелирной смолой. Представляю творческую мастерскую «Хранители традиций». И в данном выставке представлены работы учеников, которые занимаются год, 2 года, 1,5 года. Пока мы занимаемся в Кровеческом музее, если бы было помещение, мы бы занимались побольше, но сейчас только нас 1 раз в субботу пускают и определенное количество времени. На главной площади алмазной столицы также проводились различные шоу и мастер-классы. Поздравить население приехали артисты якутской эстрады. Вот так. Процветание и процветание, все. Пускай здравствует все, пускай радуются каждый год Днем города. Побольше здоровья, счастья. Родом из Мирного пожелаю нашему городу процветания, счастливых людей и, конечно же, чтобы наш город еще был больше и лучше. 2019 год в Мирнинском районе провозглашен годом благоустройства. Таким образом, власти города уже готовятся к 65-летию алмазной столицы. Марфелина Алексеева, Вадим Ларионов, Артем Алексеев, Мирный. Такими событиями нам запомнится этот день. Я на этом с вами прощаюсь. Удачного вечера. Нюрбана Кенегар алмаз.